Резкое повышение температуры в третьей декаде февраля привело к быстрому таянию снега, что явилось причиной подъема уровня воды на Камрадском водохранилище. На данном гидротехническом сооружении в ночь с 25 на 26 февраля произошел прорыв дамбы, из-за чего из него вытекло большое количество воды. Арендатором водохранилища в настоящее время является акционерное общество «Балык». Его руководитель Георгий Златов подробно изложил, как все произошло. 21, 22, 23 в эти дни было очень жарко. И когда мне позвонили рабочие наши с САО «Балыка», что есть приход воды где-то 24-го, наверное, уже, я сказал, чтобы немножко, как и каждый год процедуру делаем, усилили, подвезли туда землю. Они вызвали экскаватор и вызвали технику, машину и подкрепили. Но, к сожалению, 25 на 26 из-за сильного таяния, наверное, со стороны Дизгинджи два потока и со стороны Индюшинной, там есть поля все, наверное, резко повысился уровень воды и снесло перемычку. Небольшую дамбу, а перемычку, которой мы пользовались. При этом он отметил, что его предприятием всегда и своевременно выполнялись все предписания контролирующих организаций, чтобы предупредить аварийные ситуации на этом объекте. Мы, в принципе, и раньше там у нас был сливник, лоток бетонный. Мы через нее, когда предписание МЧС давало, значит, мы через него сливали, но сливали в апреле. Там 3 шлюза мощные были в 2002 году, когда их сбросило. После этого сделали вот эту вот перемычку, которой и пользовались. Для расследования причин и условий, приведших к прорыву дамбы Камрадского водохранилища, создана специальная комиссия из специалистов соответствующих профильных республиканских и региональных ведомств. Член комиссии Павел Таран, администратор дирекции водных бассейнов государственного предприятия «Апели Молдовии», на балансе которого находится Камрадское водохранилище, сообщил, что по предварительным данным основной причиной прорыва дамбы является плохое техническое состояние гидротехнического сооружения и резкое повышение уровня воды в нем. Техническое сооружение было в плохом состоянии, из-за этого прорвалась плотина. Это предварительные данные, которые мы сегодня в комиссии установили. Сейчас ведутся работы по поводу, начнутся вести работы по поводу прикрытия, чтобы ил не ушел и чтобы подняли минимальный уровень воды в озеро. В субботу, когда здесь прорвалось, мы в Кангазе открыли шлюзы на 20 сантиметров, чтобы эвакуировать эту воду. Начальник территориальной строительной инспекции Гагаузии Борис Новак сообщил, что в 2001 году дамбу Камрадского водохранилища уже прорывало. Тогда, как он отметил, воды из водохранилища вытекло больше, так как прорыв был более крупным. Вместе с тем, господин Новак заметил, что случившийся прорыв должен послужить основательным толчком, чтобы Камрадское водохранилище зачистить от ила. В 2001 году, 31 мая, здесь произошел большой ливень летний. Со стороны Чинака прорвало там дамбу, и Чинакский пруд прорвался, и хлынула вода сюда. И такая же картина была, очень интенсивно прорвало в этом же месте. Здесь поток воды был еще сильнее, чем нынешний поток. Закидывали железобетон, бетон. Этот пруд уже давно надо было спустить его, и давно нужно было просто найти, изыскать средства. И сегодня, наверное, сам Боженька направил на то, чтобы вода ушла отсюда, показать там, наверное, не менее 2-3 метров ил, и не просто ил. Прорыв дамбы водохранилища является причиной скопления в пойме Алпуга и на озере большого количества людей, которые пришли сюда из-за простого любопытства, но в основном, чтобы половить рыбу. К происходящему несчастью люди относятся сочувственно, выражая при этом надежду, что будут предприняты все меры скорейшего восстановления Камрадского водохранилища. Жалко, что прорывало. Кто виноват? Бог виноват, что много воды. И надо было делать раньше это озеро. Уже поздно. Пришел посмотреть, как люди рыбу ловят. Вот тут живу недалеко. Это озеро 61 года. Мой покойный отец еще работал. Построили его. И вот, наконец-то его разобрали. Рыба перевозится сейчас в бассейн. Потом, когда вода спадет, можно будет проехать на озеро. Эта рыба с бассейна будет зарыбляться, запускаться в другие озера. Для того, чтобы это не пропадало, чтобы город не загрязняло все. Вот решили так делать.
Я помню, в 70-х годах здесь были лодки на прокат давали, вышки были, прыгали с вышек, лежали на лежаках. Большое сочувствие людям, которые здесь работали, и сейчас они в таком ущербе, миллионы денег, считаю, вот ушло. Конечно, власти должны и людям какую-то помощь. Да, помочь людям, конечно, нужно. С нашей стороны будет инженер, который скажет, как правильно сделать, как правильно соорудить обратно, сделать состояние, более хорошее состояние дамбы. И уже в следующие дни уже встретимся вместе и будем думать, разговаривать с предложениями, что будем дальше делать и как ремонтировать, или какие предложения будут по поводу озера Камрад. Из-за прорыва дамбы из водохранилища вытекло около 1 миллиона кубических метров воды. Затоплено около 430 гектаров площадей. 9 домов потоплены. Повысился уровень грунтовых вод в бассейне поймы Елпуга. Нанесен большой урон рыбному хозяйству. И есть соответствующие экономические последствия.